Уважаемые читатели, сегодня у нас для вас важное событие. Поступление новых книг в Башкирскую республиканскую библиотеку для слепых имени Макарима Хусейновича Тухватшина. Английский алфавит в картинках в 2 альбомах. Каждый лист азбуки посвящен одной букве. Рельефное изображение буквы и ее брайлевский вариант написания. Рельефное цветное изображение предмета, начинающегося с этой буквы. И это же слово написано шрифтом Брайля. Думаю, эти книжки будут интересны и малышам в качестве материала для развития сенсорики, и подросшим деткам, которые начинают знакомиться со вторым языком. Теремок. Стоит в поле теремок, бежит мимо мышка. Мышка-нарушка увидела теремок, остановилась и спрашивает: «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» Никто не откликнулся. Нашла мышка в теремок и осталась там жить. Всем знакомая русская народная сказка «Теремок». Она рассказывает о доброте, взаимопомощи, терпимом отношении к другим, учит жить, не падать духом, когда все рушится, а вместе строить. Предлагаемое данное издание предназначено для работы с незрячими детьми дошкольного и младшешкольного возраста. Задача пособия — познакомить детей с главными человеческими принципами. Эта книга предназначена для родителей, педагогов специальных и образовательных школ инклюзивного образования, воспитателей дошкольных учреждений, специалистов по раннему развитию, психологов и библиотекарей. Геометрия. Задание по ЕГЭ. Сборник содержит аналоги экзаменационных заданий по математике профильного уровня. Для решения данных задач требуется анализировать чертежи, включенные в задание. При подготовке сборника использовались материалы из открытого банка заданий ЕГЭ Федерального института педагогических измерений. В сборнике представлены геометрические задания из раздела «Квадратная решетка. Координатная плоскость». Использование данного материала поможет развить следующие навыки: определение значения тригонометрических функций угла на клетчатой бумаге, определение площади фигуры, построенной на клетчатой бумаге. Ответом к заданиям является целое число или конечная десятичная дробь. Составитель Сладков. Карта России с описаниями. Составитель Демидова. Данное пособие содержит карту Российской Федерации с описанием. В ней прилагается альбом с условными обозначениями. Пособие поможет использовать на уроках в школе, а также как самостоятельное изучение. Также еще одна карта «Зарубежная Азия» с описаниями. Составитель Демидова. Данное пособие содержит 3 карты. 3 карты Зарубежной Азии. Следующая наша книга — «Символы на одежде, бытовых приборах, продуктах и упаковках» в 2 книгах. Незрячим, как и людям с нормальным зрением, необходимо разбираться в знаках, которые ставятся на одежде, бытовых приборах, продуктах и упаковках. В противном случае они не смогут правильно ухаживать за одеждой, стирать, сушить, гладить, подвергать химической чистке, правильно пользоваться бытовыми приборами и утилизировать их, понимать, на какую группу населения ориентированы продукты, вегетарианцев, детей старше 3 лет и тому подобное. Все знаки изображены не только в крупном виде, но и в рельефном и в цветном варианте одновременно. Изучив и запомнив знак, незрячему человеку легко можно будет определиться с тем, как именно он должен использовать тот или иной продукт или предмет одежды и техники, если зрячий человек опишет ему изображенные на них или упаковках графические символы. Уважаемые читатели, в нашу библиотеку поступил очень интересный альбом. Он представлен рельефно-графическими иллюстрациями
к аудиослайду фильму «Немецкая принцесса, русская святая. Пожизненная иконография великой княгини Елизаветы Федоровны». Каждая иллюстрация даны выдержки писем Елизаветы Федоровны и дневников, и воспоминаний ее ближайшего окружения. Издание предназначено для незрячих читателей, сотрудников библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению. Немецкая принцесса, ставшая русской святой, Елизавета была одной из самых блестящих красавиц Европы. Элла выделялась красотой и изяществом даже среди своих сестер-принцесс. Все отмечали в ней неузрядный ум, такт и необычайную доброту, что придавало ее обаянию неотразимую силу. Поклонников было предостаточно, девушки сватались видные женихи Европы. Но Элла была влюблена в другого, и чувства ее оказались взаимными. Елизавета стала невестой великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. Они обвенчались в Большой церкви Зимнего дворца 3 июня 1884 года, и тогда же царским манифестом Александр III повелел супругу великого князя Сергея Александровича именовать великой княгиней Елизаветой Федоровной. Это была необычайно красивая и одухотворенная пара. Ему было интересно учить жену всему, что он знал и умел, а Елизавета оказалась потрясающей ученицей, разделив с любимым мужем все его увлечения. Тифлоиздательский отдел Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Мукарима Хусейновича Тухватшина выпустил учебник «Башкир тілі» для 6 класса, авторы Габитова и Усманова. Уважаемые читатели, мы приглашаем вас в нашу библиотеку за книжными новинками.